Лекция будет представлена на русском языке. Я представлюсь. Я Гусейнова Айгуль Агаларовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры телепроизводства и цифровых коммуникаций. История татарской журналистики я назвала, конечно же, первый слайд, но это не означает, что сегодня будет представлена в целом вся история. Да? То есть мы будем рассматривать предпосылки как раз-таки возникновения периодической печати на татарском языке, как происходило. Я сегодняшнюю, скажем так, лекцию выстроила больше на персоналии, да, то есть мы зачастую, когда говорим про историю газет, становление газет, мы больше углубляемся на само содержание газеты. Конечно же, про это мы тоже озвучим, про это мы тоже скажем, но сначала мы коснемся, конечно же, на тех личностей, которые повлияли, да, на эти возникновения, на предпосылки развития татарской периодической печати. Долгий период у нас, скажем так, такое становление первой татарской газеты, да, на татарском языке происходило. Это связано с историческими различными событиями. Мы понимаем, что в принципе скажем так, в русском государстве, да, разные народы не всегда имели, ну, скажем так, возможность именно печатного слова. Ну, имеется в виду периодической печати. Вот начиная уже с первой половины четверти XIX века, да, в связи с разными условиями, а именно для татарского населения это с условием высокой грамотности, да, среди татарского населения, особенно среди наиболее прогрессивных представителей татарской и русской интеллигенции, были предприняты различные многочисленные попытки добиться разрешения у властей на печатание газеты на татарском языке. И, конечно же, здесь в первую очередь сначала будем говорить о различных безуспешных попытках разрешения на издание татарской газеты. Это было сделано в первую очередь в 1808 году нашим профессором Казанского университета Запольским. Хотелось бы отметить некую такую особенность, да, пометку, что ли. Сам Запольский уже в этот период издавал газету «Казанские известия», но на русском языке, да, то есть говорить о том, что газеты, ну, у нас в Казани были первые только позже, да, мы не можем, но первые татарские, именно на татарском языке их еще не было. И как раз-таки Запольский, профессор университета, он понимал необходимость просвещения татарского населения на родном языке, потому что сама газета «Казанские известия», она больше всего была ориентирована на ученых, на представителей учебного, просветительского сообщества, да, а для населения, для простого, скажем так, народа, возможности как бы понимать, может быть, да, на русском языке, что было там написано, возможности, конечно, не было. И, конечно, что мы видим, да, по слайду тоже, царское правительство, естественно, ну, как, естественно, уже говорим, отказало, да, дать ему согласие на издание газеты. Дальше уже попытка была в 1834 году у Мусина Пушкина, да, вот я представила, кто такой Мусин Пушкин. Михаил Николаевич Мусин Пушкин – это у нас военный общественный деятель, сенатор, покровитель Лобачевского, почетный член Российской академии наук, и он действительно тайным советником являлся. Почему я представляю его, да, зачастую всегда говорят, было прошение подано тем человеком, тому человеку и так далее, но кто эти личности, редко про них озвучивают, да, и вот как раз-таки на издание газеты «Бахр-уль-Ахбар», то есть «Море новостей», тоже обратился студент, ну, то есть представитель университета, да, студент факультета университета, Казанского университета Никольский, и хотя даже у него были как бы связи с
профессором Алексеем Казимбеком, да, несмотря на это, разрешение получить не удалось. Про личность Каюма Насыри. Мы сейчас находимся с вами в музее Каюма Насыри, да, и, конечно же, про самого Каюма Насыри у меня было бы очень много желания говорить о нем, но сегодняшняя лекция, так как не посвящена ему, мы будем вскользь только упоминать его, но несмотря на то, что мы мало сегодня будем говорить о нем, потому что информации много и личностей много, о которых нужно будет нам осветить, Каюм Насыри — это человек, который внес огромный вклад, да, в становление татарской периодической печати, ну то есть в журналистике. Его как раз-таки знаменитые календари, да, они были тем самым, ну, заменой сказать, конечно, не совсем верно, но они удовлетворяли потребность получения периодической массовой информации для населения, да, такую роль, журналистскую роль, скажем так, выполняли. И как раз-таки он тоже обратился в 1870-х годах о издании своей газеты, который назывался «Таң Йылдызы», «Утренняя звезда», и обратился, имеется в виду, к властям, да, и, конечно же, это тоже было безрезультатно. И вот источники пишут, что ученый был вынужден ограничиться выпуском ежегодных календарей, и которые на самом деле в определенном смысле стали первым периодическим изданием на татарском языке. Но я, забегая вперед, еще скажу, что все-таки эту роль еще играл как другая газета, это газета «Тарджиман» Гаспринского, про это мы в будущем еще вам скажем. И Каюм Насыри, вот говорится, что он на самом деле действительно внес большой вклад в развитие татарской публицистики, и изданные им календари, заметки, различные статьи на общественно-педагогические, литературно-критические темы явились действительно для своего времени значительным событием в идеологической жизни народа. И особое значение в его деятельности имело регулярное издание, вот, то есть регулярно это означает, что периодически, да, то есть не один раз, а в течение долгих лет, долгого периода времени. И что хотелось бы примечательного еще сказать, что в этих календарях Каюма Насыри, да, помимо тех, вот календарь, мы же как бы сами знаем, как выглядит, да, что из себя включает. Это ежедневная дата, там солнце когда выходит, когда заходит, луна, полнолуние, там разные там события, даты, да, то есть у Каюма Насыри действительно этот календарь, он эту систему придерживался, да, он этой системой, но тем не менее, помимо тех статей, где дается советы, как улучшить здоровье, по красоте, может быть, какие-то просветительского характера для людей материалы в образовательном плане. Он еще давал материалы публицистического характера, ну, то есть журналистские материалы о событиях, то, что происходит вне страны, внутри страны и у татарского народа. Далее уже в 1880-е годы вопрос о татарской газете поднимался Абдрахманом Ильясовым, да, вот я его портрет вам представила, вот Абдрахман Ильясов, это татарский драматург, писатель, археограф. Он являлся действительным членом общества археологии, истории, этнографии при Казанском университете. И мы его знаем по пьесе, татарской пьесе «Бишаракас», да, и он как раз-таки является определенным основоположником татарской драматургии, реалистичной татарской драматургии. И а потом уже в 1800, ну, мы понимаем, что это тоже безрезультатно, да, и в 1890-е годы писателем и публицистом Захиром Бегиевым, вот тоже его портрет я вам представила, это Захир Бегиев, он татарский писатель, общественный религиозный деятель, и он как раз-таки тоже считается одним из основоположников уже татарской реалистической прозы. Если драматургия это Ильяси, то Бегиев это проза. И
Действительно, эти попытки тоже не увенчались успехом. Царское правительство неизменно отвечало отказом. Они ссылались на то, что у них отсутствует высшее или среднее образование. И это зачастую была одна из причин, то, что у рекомендуемых редакторов, да, из татар, что они как бы не могут организовать для этих газет, да, систематически некий контроль над изданием, так как это на татарском языке. Тем не менее, вот уже представляете, да, почти 100 лет каждому из нас, у нас получается, время очень быстро летит, да, ну, примерно там до 50, до 60 лет. Получается, целая наша жизнь, они добиваются получения, развития, ну, скажем так, печатания газеты. Дальше уже Ахмеров Шахбаз Гарей Измайлович, он тоже как бы получает отказ в издании газеты «Казань». Придется быстренько говорить. Почему эти личности, тоже я вам портреты показываю. Ахмад Хади Максуди. Хади Максуди – это известный татарский языковед, да, педагог. Он тоже дает свое прошение, которое на издание газеты, да, газеты «Юлдыз». И про Шакира и братьев Шакира и Закир Рамиева тоже далее, если успеем, я проговорю. Они тоже как бы пытаются добиться получения. И уже Камиль Мутуги Тухватуллин, это друг Абдулла Тукая, да, он тоже как бы дает различные прошения, но тем не менее отказ. Гаспринский. Гаспринский, вот и его газета «Переводчик Тарджиман». Вот его портрет, да, кто такой Гаспринский? Это крымско-татарский политический общественный деятель, интеллектуал, просветитель, издатель, диссидент, очень известный, признание. Ну, в общем, тут очень много у него регалий. Он обладал многими языками, да, в общем, скажем так, просвещенный человек. И как раз-таки с его именем Исмаил Гаспринский, да, связано основание и развитие просветительского движения народов Исламского Востока, джадидизм, то есть новый, более светский метод обучения. Ну, то есть, ну, там впереди еще будет, да, по поводу джадидизма объяснение. Вот смотрите, я просто тороплюсь, чтобы все успеть, да, и поэтому то, что хотела вкусно рассказать, не получается. Есть вот этот период, начало 20 века, знаете, вот этот такой период значимый для татарского народа, да, когда, ну, 19 век, 20 век, ну, то есть сам 19 век и 20 век. И интеллигенция, татарская интеллигенция, как раз-таки в это время понимает, что помимо образования, вот, кстати, вопрос, да, почему татарский народ был грамотным? Было очень много школ, медресе, ну, то есть медресе это, даже если они при мечети были построены, но они своего рода были школы, мектебе, да, то есть школы, которые играли роль просвещения, да, то есть даже если у татарского народа, может быть, не было возможности именно по русской грамоте обучаться, но они, тем не менее, даже внутри этих школ, медресе, получали образование не только по Корану, но и по геометрии, арифметика, там, да, и еще много-много различных, да, география. И были как раз-таки представители этих школ разного, скажем так, мышления, понимания, как татарский народ должен быть образован, да, и вот как раз-таки джадидисты, это те люди, которые, ну, скажем так, представители, которые понимали, что помимо этих знаний, которые даются в школах, медресе, при мечети, да, нужно еще изучать мировые какие-то предметы, да, а именно изучать русский язык. Вот, кстати, по поводу Каюма Насри, что хочет сказать. Его же в свое время современники называли русским Каюмом. Почему? Потому что как раз-таки он понимал, что
если татарский народ хочет, ну, как бы развиваться дальше уже на мировом масштабе, международном масштабе, помимо татарского языка татарский народ должен параллельно еще знать русский, а уже дальше уже изучать и другие, как бы, международные, скажем так, знания получать, да. И он сам, чтобы учить русский язык, поступил в семинарию, духовную семинарию, да. Ну, то есть, представляете, татар кшисе, да, татарский человек, татарин, мусульманин, да, и идет в духовную семинарию, в церковь, грубо говоря, он там обучается, да. И он-то это делал почему? Чтобы действительно научиться азам литературного русского языка и определенным знаниям, чтобы с помощью этих знаний он мог составить уже и словари для татар, да, чтобы татары могли, и свой татарский язык как можно улучшить в понимании, потому что мы знаем, что территориально очень много существовало диалектов и так далее. То есть некая унификация татарского языка, он занимался этим, да. Но вот как раз-таки джадидисты уже это те люди, которые некий такой светский метод обучения предлагали. То есть они говорили, что может быть даже религиозное образование это как второстепенное, да, нежели чем вот светские. Хотя ну, мы понимаем, что как раз-таки высокий уровень грамотности татарского народа и получился благодаря изучению Корана, правописанию Муалим Сани, да, то есть вот это правописание арабского шрифта. И что по поводу Гаспринского, да, и как раз таки вот он, Гаспринский, разработал основы преобразования мусульманской этноконфессиональной системы народного образования. Его методы были уже успешно использованы не только в самом Крыму, кстати, он из Крыма, да, ну то есть крымский татарин, но и в Татарстане, Казахстане, Башкортостане и так далее, ну тут, то есть перечислено.